Древние мудрецы и современные философы говорят, народ, который не знает своей истории, не имеет будущего. В этой связи, когда Олег Алексеевич ко мне обратился с предложением рассказать об истории создания крупного, даже по советским меркам, института, который раньше здесь был, я считал, что это правильное его предложение. Единственное, только немножко мы имели мало времени на подготовку, поэтому я был бы рад, если бы сейчас здесь присутствовали и современные ученые, те, кто там работает, на «Маяке», может, вы знаете, там еще, да простит меня Бог, но вынужден сказать, что остатки гидрофизического института там все-таки остались, и несколько человек, мужественно преодолевая все проблемы, работают. И здесь я хотел бы отметить роль тех сотрудников, которые там держат флаг, и дай Бог им удачи. Это Анатолий Иванович Марколия, это Вячеслав Назимович Эцба, это Генрих Викторович Кенигсбергер и их помощники. Жаль, что их сейчас здесь нет рядом. Если бы были, мы могли вести разговор не только о прошлом, но и о будущем, или, по крайней мере, о настоящем. Итак, здравствуйте. Мши Бзия. Я хочу рассказать об истории создания института, о том, как он развивался, какие были достижения, какие были успехи в обучении людей и кадров. Забегая немного вперед, сразу скажу, что мы очень тесно взаимодействовали, хотя это была всегда российская, советская структура. Мы входили в состав Министерства судостроительной промышленности, но мы держали очень тесный контакт с местными властями. Мы брали молодых специалистов из абхазских университетов. Я мог бы сказать таких двух, например, два брата Алания у нас прекрасно работали. У нас прекрасно работали братья Малафеевы, это местные сотрудники, которые потом и заведующим лабораторией становились и так далее. Поэтому мы имели кафедру базовую в Абхазском университете, я был зав. Кафедры многие годы, называлась прикладной математики и гидрофизики. Мы обучали, ну, по крайней мере, я читал лекции один раз в неделю, сотрудники чаще. Мы обучали местных студентов гидрофизике и морю, физике моря, так сказал бы. Ну, конечно, гидроакустики тоже. А с чего все началось? Как известно, после Второй мировой войны возникло противостояние советского лагеря и американцев вместе с их сателлитами. И американцы стали создавать атомный подводный флот. Американцы грозили, и это истинная правда, это в документах отражено, разбомбить атомными бомбами основные города Советского Союза. И надо было этому противопоставить, в общем-то, собственные усилия. Для этой цели стали создавать отечественный атомный флот, но для того, чтобы флот работал нормально, нужна гидроакустика. Гидроакустика – это глаза и уши. Можете себе представить, допустим, такой образ. Гигант сильный, с громадной там какой-то палицей или, как его там называют, дубинкой, но слепой и глухой. Что от него можно ожидать? Ничего. Вот гидроакустика – это глаза и уши любого и мирного, и торгового судна, потому что надо идти, не повстречать какие-то препятствия, не повредить судно, не повредить, надо маневрировать в бухте, а подводные лодки должны уходить от преследования, а для этой цели им нужно наблюдать, решать задачу подводного наблюдения. И вот в 1948 году было принято решение о том, что нужно создавать серьезную экспериментальную базу. Были изучены самые различные районы. Вначале рассматривали наиболее приближенные к базам, собственно, флотским. Это Камчатка, Японское море, Баренцево море. Но туда же не наездишься. Там эксперименты проводить дорого, сложно и так далее. И решено, что нужно искать такую базу на Черном море.
На Черном море профессор Сухаревский и адмирал Октябрьский вдвоем, и плюс там их сотрудники, объехали от Крыма, значит, были в Геленджике, были, значит, видимо, в других местах, я просто не все знаю, и изучали места, где можно создать нормальную гидроакустическую базу. И установили, что лучше, чем вот здесь наша зона Сухумийского мыса, нет, не существует. Почему? Во-первых, шельфовая зона очень короткая, а во-вторых, глубокое море начинается, как вы наверняка знаете, очень близко от берега. Уклон почти 30 градусов, это вообще феноменально. Ну, приведу пример. Камчатское побережье имеет наклон 6-8 градусов. Японское море, там меньше, 5-7 градусов наклон шельфовой зоны. А здесь 30 градусов и даже больше на отдельных участках. Было принято решение, что здесь нужно создавать какую-то экспериментальную базу. Вначале была создана экспедиция, построили маленьких деревянных домиков, куда стали летом приезжать и студенты, и ученые. А потом построены были два корпуса маленьких, один корпус большой. Это заслуга профессора Сухаревского. Профессор Сухаревский заложил, который в то время был директором Сухумской научно-морской станции, заложил основы построения корпуса жилого, общежитие было построено, ну и, как говорится, маховик закрутился. Стали приходить сюда молодые специалисты, и которые вот пришли молодыми специалистами, через 3-5 лет сами стали уже маститыми сравнительно учеными. И в частности, один из таких ученых стал через некоторое время директором института. Это вот, вернее, в то время еще с НМС. Это Виктор Иванович Ильичев. Это редчайшая, удивительная личность. Это вообще светлая личность, мудрый руководитель. И он, в частности, дружил, значит, ездил как старшему товарищу к Гашба. Он, по крайней мере, Ильичев мне об этом рассказывал. И вот он стал директором. Так вот, потом, поскольку эта личность была очень крупная, и он шел на серьезное развитие своих личных качеств, через некоторое время он стал директором Тихоокеанского океанологического института, через некоторое время он стал создателем и председателем Тихоокеанского отделения Академии наук, потом он стал председателем этого академии, потом он стал вице-президентом Академии наук, а вице-президент Академии наук СССР – это уже в ранге министра, поэтому, когда я его встречал в аэропорту, мне в обкоме давали чайку. Это вот уровень человека, который был раньше. Вот я просто хотел обратить внимание, что вот наши условия, которые были созданы в Сухуми для науки, вот, кстати, абхазское руководство всегда очень поддерживало науку, всегда. Это на протяжении всех лет, которые я был директором, и которые, в общем, когда я директором не был. Значит, я приехал, инженер, МНС, зав. Лаборатории, начальник отдела, директор филиала, создал институт и директор института. Потом, после войны, как я иногда говорю, заслуженный бомж Советского Союза. Ни работы, ни денег, ничего. Для того, чтобы организовать зону, где можно проводить серьезные эксперименты, руководством комитета радиоэлектроники, который возглавлял в то время академик Калмыков, было принято решение, что нужно найти такие районы, где можно, значит, создать постоянно действующие стационарные трассы для изучения условий распространения звука, постоянные зоны, где исследуют отражательную способность, для того, чтобы потом перенести эти результаты экспериментов на отражательную способность подводных лодок и так далее. Ну и вот было принято решение, что лучшие зоны, чем на маяке, в общем-то говоря, не существует. Она уникальна тем, что, во-первых, близко очень большие глубины, уже на расстоянии примерно 150-200 метров начинается резкий свал, который, значит, примерно имеет 30-35 градусов наклон. В то время как, допустим, на Камчатке там 6-8 градусов, в Японском море 5-7 градусов и так далее. То есть там большие глубины довольно-таки далеко. А если взять Геленджик, например, или взять Феодосию Крымскую, там вообще, так сказать, море идет, то углубляется, то потом, значит, малые глубины, потом, то есть очень неоднородный волновод, и такие, значит, исследования проводят в таких волноводах, которые называются нерегулярными, чрезвычайно неэффективно.
И так было принято решение здесь создать сначала Сухумскую научно-морскую станцию, позднее она была преобразована в филиал Акустического института. Директором этого филиала стал Виктор Иванович Ильичев, который в последующем стал директором Института океанологического института Тихоокеанского, потом он стал председателем отделения Академии наук Дальневосточного отделения, потом он стал вице-президентом Академии наук. Это вообще очень крупная величина. Но не могу не сказать, что из рядов нашего Сухумского института выросли такие ученые, как академик Акуличев, как член-корреспондент Волошин, Академия наук. Выросли, сейчас точно не могу сказать, потому что я цифры не смотрел, не подготовился, но что-то порядка 7-8 докторов наук и больше, и около 20 человек кандидатские диссертации защитили. Защищали диссертации люди самых разных национальностей, русские, украинцы, значит, армяне, абхазы, есть кандидаты наук, значит, вот в частности Анатолий Иванович Мархоля, который сейчас возглавляет, по-моему, СФТИ и так далее. То есть, естественно, были и другие национальности. Когда я стал директором, я с удивлением обнаружил, что у нас, оказывается, 18 национальностей в нашем институте. Даже, я как потом шутил, даже свои курды были, 3 человека. А свои курды, казалось, древняя такая нация, редкая, я бы сказал, но в нашем институте они были. Были у нас чуваши, были у нас эстонцы, были у нас немцы в нашем и жили все очень дружно. Я не сомневаюсь, что так оно было бы, если бы эта тьма, как говорится, черная туча не пришла на нашу землю и не началась война. Так вот, чем занимались? Решали самые разные задачи. Но я выделю сейчас те направления, по которым были созданы прорывные направления. Например, впервые дано было объяснение структуры кавитационного облака. Это, вообще говоря, сложнейшая вещь. Вот можете себе представить всякие туманности, так сказать, на небе, и как звезды между собой взаимодействуют. Вот представьте себе, что точно так же взаимодействуют кавитационные полости в акустическом поле. Они пульсируют, и возникают силы Бергнесса, силы Кёнига, силы, так сказать, самые различные гидродинамического сопротивления, которые создают сложнейшую картину. Мы дали этому объяснение. В гидродинамической кавитации впервые вообще создано было на уровне открытия, по крайней мере, так говорил профессор Малюжинец, переход отрывных течений. Это, вообще говоря, тоже до того никогда и никто в нашей стране и за рубежом описания такого не делал. Мы совершили на уровне открытия анализ пространственно-частотной структуры, которую сейчас я называю голографическая обработка. Вот мы начали это в Сухуми, а сейчас я этим интенсивно занимаюсь в Москве. У меня сидит группа людей, которые, это профессор Кузькин, это доктор Переселков, зав. Кафедры Воронежского университета. Вот они выполняют эти задания и другие, которые успешно работают в этой области. То есть я просто хотел сказать, что фундамент, который был заложен здесь, хотя как бы сказать, трагедия произошла. Уехали заведующие лаборатории Аксенов, многие, я их перечислять не буду, чтобы не тратить ваше время, Сергей Петрович, Пудовкин. Сейчас я их всех в Москве собрал. Единственное, что, не всех, конечно, но сидят, работают в Академии наук, и я этим очень доволен, что мне удалось хоть что-то сохранить, крупицы хотя бы тех, так сказать, специалистов. Что можете, конечно, сравнить с тем, что было у меня в институте, это нельзя, небо и земля. 8 научных отделов, в каждом отделе 3 лаборатории или сектора. КБ, опытное производство было организовано у нас. 4 корабля, 2 из них океанические, это может быть, вы это помоложе не видели, а кто постарше, наблюдали на бухте красавцы белоснежные, модули «Вектор».
которые регулярно ходили по всему Мировому океану и проводили морские эксперименты. Я, например, на этом судне в экспедиции, тогда еще директором не был, мне еще разрешали ходить в экспедиции, потом запретили. Так вот, из Камчатки, Владивосток, из Владивостока через Сингапур, через там 3 океана, через Баб-эль-Мандебский пролив в Грецию, а потом из Греции уже через Босфор-Дарданеллы в Сухуми. И таких вот путешествий, вообще говоря, это на самом деле это не просто движение ради движения. Мы по пути проводили морские эксперименты, особенно в Индийском океане, там, где глубокий океан. Вот мы проводили самые различные эксперименты, полезные для военно-морского флота. Техническое оснащение было очень богатым нашего института. Слава Богу, нас, значит, можно сказать, правительство СССР денег не жалело. И кроме кораблей у нас были буксируемые излучатели, были приемные системы, буксируемые антенны, стационарные антенны. Мы впервые в стране, а может в мире, создали многоканальную 126-метровую векторно-скалярную антенну. И, вообще говоря, первые эксперименты, которые были проведены в стране, в то время в Советском Союзе, они проходили в Сухуми. В общем, короче, я просто хотел сказать, что и оснащение было богатым, и кадровый состав был, и мы непрерывно подпитывались из Абхазского университета, с кафедры базовой брали специалистов, да и не только с этой кафедры, и других тоже. Достижений было, конечно, научных много, но в то время, поскольку мы занимались гидроакустикой, причем очень жестко оборонными вопросами, то публиковать статьи нам разрешали очень ограниченно. Вот. Но мы зато находили отдушины, писали авторские свидетельства, секретные. Вот. Например, у меня, я в конце, когда уехал из Сухуми в Москву, с удивлением обнаружил, что у меня 36 авторских свидетельств. Ну, я был заслуженный изобретатель, но это как раз не так важно. Важно то, что такая ситуация была и у других сотрудников. Все активно работали, занимались изобретательской деятельностью. О науке можно говорить бесконечно, это известно. И в этой связи, конечно, я могу сказать так, что если, например, кто-то из абхазских студентов захочет в Москве работать вначале вот в Академии наук, или там мы найдем другие пути и способы. Нам нужны физики, программисты, нужны. Но там очень жесткий отбор. В Академии наук сейчас в России конкуренция, очень сильная конкуренция. Поэтому примут, допустим, на какую-то должность сначала по совместительству, там полставки, вот, а потом, значит, уже, если бы человек показал себя, как в старые времена шутили, показал походку, хорошую такую, боевую, да, значит, ну, глядишь, и остался человек. Потенциально это возможно, но вопросы решать нужно конкретно, и, ну, в общем-то, это непростое дело. Потому что в Академии наук сейчас, после указа президента России Путина, увеличили зарплаты. А за счет чего их увеличили? За счет сокращения штатов. Это стандартная ситуация во всем мире, и в советское время так было. Для того, чтобы сократить численность, значит, показатели, значит, сокращали иногда, я так пошучу, даже уборщиц. Вот. Ну, сейчас, конечно, немножко не так, но все равно численность ограничена. Я начал с того, что нужно знать историю. Завершить я хочу тем, что в 22 году, в будущем году, будет 30-летие того благословенного момента, когда над небом Абхазии, как говорится, над землей абхазской мирное небо. Вот. Нет, вы уже не знаете выстрелов, вы уже послевоенного, так сказать, разлива, я так понимаю, все. И слава Богу, чтобы не было здесь никогда военных действий и выстрелов. Так вот, мне думается, что молодые люди Абхазии, не только вы, студенты, но и остальные, поступили бы правильно, если бы отметили это событие, 30-летие, какими-то своими достижениями. Ну, например, создали бы парк
Вот я, когда был комсомольцем, мы все время что-то сажали, все время что-то зачем-то ухаживали, то строили площадки волейбольные, баскетбольные. То есть, вообще говоря, я вам честно скажу, мы работали все время, вот у нас были так называемые общественные работы. Они, конечно, естественно, бесплатные, то есть никто ничего никому, но это был энтузиазм людей. С площадки баскетбольные, волейбольные, это же для себя делали. Мы их сделали и на территории, и за территорией, потом играли, да. Вот. Парки, допустим, вот, например, я задружил с директором ботанического сада, а в ботаническом саду нужен непрерывный полив растений, да. А это же изнашивается техника там, которая, значит, надо время от времени ремонтировать. Они к нам обращаются. Перегорел двигатель, там что-то еще случилось. Я сам-то детали не знаю, но когда обращался, то давал команду, у меня довольно-таки сильный был отдел электромеханический, и мы там производили значит, различные ремонтные работы. Ездили в порядке шефской помощи, просто человек, 2 лаборатории, 3 лаборатории, человек 40-50 собирается и идут в ботанический сад, начинают копать, ну там, где нужно, то есть помогали просто, не хватало местным сотрудникам, вот, мы им помогали. Но надо сказать, что они в долгу не оставались, они давали нам уникальные совершенно сорта розы. Вот поэтому, если сейчас кто-то пришел бы, допустим, на территорию, особенно в мае месяце, на территорию Сугумского вот этого института, он бы поразился, какие там розарии. Вот, правда, значит, сейчас, может быть, там уже не тот период времени года, но просто и эти розы раздавались сотрудникам, вот, для того, чтобы они на своих дачах и участках высаживали. То есть был такой обмен. Мы им технику ремонтировали, они нам черенки роз давали. Такая шутка. Но это и есть, понимаете, жизнь. Это и есть взаимодействие различных, дружеское взаимодействие различных предприятий между собой. Мы дружили с СВТИ, общались. Вот. Значит, с Лапиным. Значит, ну, с Лапиным особые отношения, потому что мой отец был одним из тех боннитеров, который для Лапина в Германии отбирал макак резусов. Вот, поэтому отец с Лапиным общался напрямую, они там обсуждали какие-то свои проблемы, обезьяне, как я понимаю. Дело в том, что был период, когда в Советском Союзе было очень серьезное, значит, заболевание полиомиелит. И для того, чтобы с ним бороться, делали специальную вакцину. И надо признать, что в Абхазии, вот в институте Лапина, в Виеме, это был один из самых ведущих центров Советского Союза по созданию этой вакцины. То есть нужно дружить с разными институтами, и нужно дружить. В этом случае будет наша, что называется, совместная сила. И возвращаясь все-таки к 30-летию, хочу сказать, что нужны конференции какие-то юбилейные, нужны, может быть, симпозиумы, может быть, нужны студенческие какие-то специальные мероприятия. Если нужно, так сказать, прочитать лекции вот на каких-то конференциях, я постараюсь приехать, прочитаю 2-3 лекции по специальности, не общего характера, как сейчас. Это то, что сейчас называется, это не лекция, это разговор на тему, да, не более того. А будем, конечно, читать профессионально. Если нужно, я привезу с собой кого-нибудь еще. Это тоже не проблема. Было бы ради чего, и было бы это, ну, в интересах республики, в интересах народа. Вот. Ну и последнее, что мне все-таки хочется сказать, это учиться надо. Вот Владимир Ильич в свое время клич произнес: молодые люди, или там, учиться, учиться и учиться. Вот я хотел сказать следующее, что если раньше, во время войны, там какой-то войн, была борьба оружия, значит, ресурсов, в мирное время эта борьба непрерывно продолжается, она идет просто на другом уровне, она идет, как говорится, под ковром. Это борьба экономик и борьба образований. Как страна, которая сумела у себя организовать хорошее образование своих детей, она выиграет в этой схватке. По этой причине вам, детям, нужно быть достойными своих отцов, которые вам создали мирное небо,
Так вот, значит, нужно быть достойными и учиться, и учиться, и учиться. Поэтому вот Олег Алексеевич – это вообще мудрый руководитель, и вообще остальных я там знаю, так сказать, и проректоров знаю. Вот когда-то у меня кафедра была в Абхазском университете, мы занимались абхазскими студентами. То есть я просто хотел сказать следующее. Руководители у вас мудрые, хорошие, грамотные. Надо с ними работать, надо учиться у них. Надо вам... Вот я так образно скажу. Если ты просто послушал лекцию, ну, что-то останется, что-то, значит, там запомнил и так далее. В чем-то разобрался, это полезно, это необходимо. Но вы же сами знаете прекрасно, что если взял книгу, учебник и прополз на брюхе, что называется, какие-то разделы изучил самостоятельно, в этом случае знания совершенно иные. Они оседают в вашей душе и в вашей памяти сильнейшим образом. Поэтому ваше трудолюбие, ваша работа с книгой – основа вашего завтрашнего дня. Если вы хотите быть успешными учеными или там коммерсантами, или я не знаю кто чем, там программистами и так далее, а работать нужно с книгой. Работать с книгой непрерывно и настойчиво. Позвольте вас поблагодарить за внимание. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. У меня такой вопрос. Насколько сложно развивать научную деятельность в Абхазии? Как вы думаете, у вас условия сейчас лучше или хуже, чем у Сократа в Древней Греции или у других греков? Лучше. Я думаю, что лучше. У вас есть книги, библиотеки, у вас есть интернет, у вас есть все. Работай над собой. Знай, что то, что ты узнал, это на себя работаешь, на себя прежде всего. Ну и на будущее, так сказать, своей страны. Работать можно. Конечно, может быть, где-то в научных центрах легче, там идет более интенсивный обмен знаниями. Сегодня при наличии интернета проблем у вас с обучением нет. Только труд. Ну, конечно, целевые функции. Надо очень четко выстроить себе план жизни. Через год я должен достичь этого. Через 2 года, через 3 года я должен достичь этого. И этот план неукоснительно исполнять. И табук. Да. Спасибо за внимание и абзера.